прицелом. У бандита даже бровь не дрогнет, и поднимется рука убить попавших в цель наверняка. Роковую ночь июня 2004 года на встрече вспоминают в Сехах. 22 июня стало еще одной страницей в истории Ингушетии. Жестокое нападение навсегда оставило темный след в судьбах сотен людей. В ночь с 21 на 22 июня погибло около 100 человек. Муса Газгиреев тогда потерял 31 коллегу. Подполковник МВД вечером 21-го пришел домой после дежурства, когда услышал стрельбу. Бандиты открыли огонь по зданию республиканского МВД. Подойти к окруженному объекту оперуполномоченный не смог. Утром узнал, что погибли десятки человек, в их числе и товарищ Мусы, замминистра Зяудин Катиев. Мы вместе работали, мы всех практически руководящего начальственного состава, я все практически знал с ними. Когда отношения у нас по работе, мы сталкивались с коллегами. Они очень сильные духом, мужественные парни были, мужественные, прослужившие, имеющие опыт. Они много могли передать молодому поколению. Естественно, я всех их практически знал. Собравшиеся на встречу уверены, бандиты совершили свою вылазку не просто, чтобы убить сотрудников правоохранительных органов. Главной целью нападавших было посягнуть на целостность Ингушетии. Для молодой республики правоохранительные органы были щитом, защищавшим покой и безопасность жителей. В ту ночь автоматные очереди и выстрелы из гранатометов не смолкали до рассвета. До 3 часов утра бандиты продолжали расстреливать всех попадавшихся им сотрудников. Под пули попали и мирные жители. Не дать подрастающему поколению забыть ту ночь. С такой целью организовано это мероприятие. Не зная свою историю, дети дальше жить и проживать, и сохранять свои традиции, свою культуру, сочувствие, уважение, любовь, трепетность, не безразличие к жизни, к каким-то ситуациям или друг к другу. Именно такие мероприятия они воспитывают. В завершении встречи за всех погибших совершили молитву, а старейшины прочитали мовлид. Собравшиеся попросили в своих дуа, чтобы такие черные страницы в истории народа больше не повторялись. Муслим Ганиев, Сулейман Костоев, Муса Евлоев. Новости 24.